Добрый день. Вчера мне скинули видео, от которого, честно говоря, я впал в ступор. Признаться, не часто бывают случаи, когда откровение того или иного человека заставляют меня от удивления чуть ли не раскрыть рот. В данном случае я благодарен за уникальный, скажем так, жизненный опыт, либо его повторение, господину Георгию Васильевичу Пономареву, он же митрополит Павел, епископ Русской Православной Церкви, митрополит Минский Заславский, патриарших экзарх всея Беларуси. Да, вы не ослышались, то есть руководитель белорусского экзархата сделал просто прекрасное заявление, после которого у меня, скажем так, у меня возникает множество вопросов. А именно, митрополит Павел заявил, что у униатов и католиков другой Бог. Да, вы не ослышались. Вот цитата. Задача униатов сказать, что у нас один Бог. Извините, так у нас не один Бог, друзья мои, у вас свой Бог. Не верите? Еще раз, цитата. Извините, так у нас не один Бог, друзья мои, у вас свой Бог. То есть, оказывается, что руководитель Русской Православной Церкви, я напоминаю, это христианская церковь, он заявляет, что у кого-то есть еще один Бог. Честно говоря, у меня сразу же возникает вопрос, а читал ли господин митрополит Библию, или же хотя бы те же самые 10 заповедей, на которых основывается христианское вероучение. Передаю первую заповедь согласно синодальному переводу Библии. «Я Господь твой, да не будет у тебя других богов перед лицом моим». Прошу прощения, христианство верит в единого Бога. Говоря, что у кого-то другой Бог, митрополит Павел сразу же признается, что он верит в существование нескольких богов. Странно. Но надо отдать должное этому религиозному деятелю, выпускнику профтехучилища автослесарей, но позже уже в 1973 году Московской духовной семинарии, он сразу же исправился, что, дескать, дело в том, что эти христиане, они как-то не так верят в Бога, поэтому Бог один, но там что-то не то. Вот цитата. Получается, да, потому что вы по-другому в Бога верите, вы по-другому Его исповедуете. Так что у вас свой Бог. Бог действительно один, но у какой-то корпорации свой Бог, у какой-то сектантской организации у них свой Бог. Может быть, это вся позиция православной церкви? Да нет, вроде бы. Странно. Не так давно закончился очередной Святой Великий Собор, Всеправославный собор так называемый, и где был принят отдельный документ отношения православной церкви с остальным христианским миром. В частности, говорится, что церкви будут участвовать в межцерковном диалоге ради восстановления единства христиан. Не ставится под сомнение то, что христиане верят в Иисуса Христа. Христиане верят в Бога, и они признаются. У Русской Православной Церкви свое отношение? Отнюдь. Русская Православная Церковь была участником Второго Ватиканского собора и подписала документы, среди прочих, там есть пункты о признании таинств, там есть пункты, по которым та же самая католическая церковь официально рекомендует своим прихожанам в случае отсутствия католического храма поблизости идти и отправлять свои нужды в православном. Теоретически тоже самое должен делать православный, но РПЦ взяла паузу в начале 90-х в выполнении своей части. Однако, тем не менее, на сайте Патриархии.ру, это, напомню, что это сайт Русской Православной Церкви, официальный, есть раздел «Православно-католические отношения на современном этапе», который подготовлен председателем отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополитом Волоколамским Иларионом. Там, среди прочего, говорится, что но фактически на протяжении веков в православии практиковался такой же чин приема католиков, который сегодня употребляется католиками в отношении православных. Это значит, что если мы принимаем в лоно православной церкви крещенного католической церкви мирянина, мы его не крестим заново. Если он прошел католическую конфирмацию, мы его не миропомазываем. Если он был католическим священником, мы его не рукополагаем в священный сан, а принимаем в сущем сане. Есть признание основных таинств.
Почему это важно? Дело в том, что таинства, согласно доктрине любой христианской церкви, невозможно, не могут быть совершены без присутствия Святого Духа, без присутствия Господа Бога. Соответственно, если Русская Православная Церковь признает таинство, она признает присутствие Бога, она признает Божью волю в отправлении этих таинств священниками другого культа. То есть, если человек крещен католическим священником имени Иисуса Христа, значит, православная церковь признает, что католическая церковь также христианская, что она также верит в Бога. Возможно, есть отличия, но таинство, вера признается. И в таком случае у меня второй вопрос к господину Павлу, патриаршему экзарху всей Беларуси. Он же вроде бы как постоянный член Синода РПЦ. Он что, не знает то, что написали его начальники? Честно говоря, интересно и страшно. Потому что, с одной стороны, человек явно противоречит доктрине собственной церкви, даже заявляя, что вот то, с чего начали, цель униатов говорить о едином Боге. Задача униатов сказать, что у нас один Бог. Извините, это цель любой христианской церкви говорить, что Бог един. Вот, ну да ладно, оставим это в стороне. Речь о другом. Человек противоречит доктринам собственной церкви, в данном случае Русской Православной, противоречит ее официальной позиции, а также ходит на эфиры и пропагандирует в спокойной Беларуси межконфессиональную вражду, межконфессиональную напряженность. Уже достаточно странно. Я понимаю, что он приехал в Беларусь из другого государства, он не привык к тому, что православные католики ходят друг друга поздравлять на праздник, но, извините, это классический пример, когда в чужой монастырь со своим уставом приперся. Единственное, что радует, так это то, что белорусы вошли в число наименее религиозных наций мира, а соответственно влияние идей, таких гениальных людей на белорусское общество весьма и весьма ограничено. И дай Бог, чтобы у них не получилось свое влияние увеличить. На этом всего доброго. Видео понравилось, шарьте, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Ожидайте новых роликов. Всего вам доброго.